В этом видео я хочу поговорить об изменениях, которые нас ждут в миграционном законодательстве с 2022 года. Как сообщает московский «Комсомолец», за круглым столом правозащитники обсуждали то, что планируется внедрить в миграционное законодательство с 2022 года. Итак, есть несколько основных пунктов, про которые хотелось бы поговорить. Первое – это то, что хотят внедрить единую цифровую платформу и каждому иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию, выдавать универсальную идентификационную карту мигранта. В этой карте будет вся ваша информация, а также у вас будет личный кабинет на единой цифровой платформе, где вы будете видеть свои данные и, возможно, сможете их изменять или как-то какие-то обращения в государственные службы совершать через эту платформу. Также планируется отойти от привязки места жительства к миграционному учету, потому что это крайне неудобно, и многих даже очень честных и законопослушных иностранных граждан заставляет нарушать закон, потому что приходится оформлять миграционный учет в одном месте, проживать в другом, так как бывает меняется работа, жилищные условия, либо еще какие-то жизненные ситуации. Сейчас мы по закону должны проживать там, где мы стоим на миграционном учете. Но по факту это неудобно, поэтому от этой привязки хотят отойти с 2022 года. Также хотят заменить два термина выдворение, депортации и запрет на въезд на единый термин высылка. Я не знаю, пока какие условия будут для того, чтобы вам поставили высылку или сделали эту высылку. Как это будет реализовываться, пока неизвестно, но, в общем, хотят все эти термины запрет на въезд, выдворение, либо депортацию заменить на единый термин высылка. И самое интересное это то, что хотят опять выделить всю миграционную политику и все миграционные дела в единое ведомство, в отдельное. То есть мы знаем, что раньше у нас так и было ФМС, Федеральная миграционная служба, она занималась всеми миграционными вопросами, потом Федеральную миграционную службу упростили, объединили это все с МВД, Министерством внутренних дел, и сейчас у нас есть УВМ, Управление по вопросам миграции при МВД Российской Федерации. Так вот, правозащитники опять говорят о том, что необходимо все-таки заново выделить это все в отдельное ведомство, потому что не совсем удобно, когда это все в Министерстве внутренних дел. Так вот, друзья, скоро у нас снова появится, видимо, ФМС, или может быть как-то это по-другому будет называться, но ведомство, скорее всего, будет опять отдельное по миграционным вопросам. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь этим видео с теми, кому оно будет интересным, и задавайте свои вопросы в комментариях.